Всем доброго дня суток. Мы в прямом эфире из студии ТНВ. И сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, легенда татарстанского хоккея Зинтулла Хайдарович Белединов. Если кто-то случайно не в курсе, 4 из 5 чемпионств Казанский клуб добыл именно с этим человеком на тренерским мостиком. Здравствуйте, Зинтулла Хайдарович. Спасибо, что пришли к нам в гости. Наделали вы шума, конечно, со своим уходом из Акбарса. Мы тут подсчитали, 20 лет у вас не было не то что отпуска полноценного, но и даже серьезных каких-то выходных. Вот. А до этого была еще игровая карьера, и все это время без перерыва. Как вообще? Вот сейчас, наверное, вообще не в своей тарелке себя чувствуете без работы. Вот как раз я и решил сделать паузу, которая позволила мне отдохнуть. И, значит, ну, есть периоды, когда человек должен просто осознать, что вообще происходит. Я в своей работе хочу просто сделать паузу для того, чтобы немножко вздохнуть. Возможно, может быть, что-то изменить в своем понимании, я имею в виду хоккей. И мне эта пауза просто необходима. Поэтому решение было, я понимаю, что непростым. И мне надо было... Ведь сейчас другая жизнь идет. Вот у меня хоккейная была жизнь, а сейчас бытовая жизнь. Она, конечно, непростая. Это жизнь, к которой я, в общем-то, не очень привык. И сейчас надо все эти бытовые вопросы, к ним надо привыкать. И, посмотрим. Но в целом я считаю, что бывают периоды, когда тренер должен сделать паузу. Скажите, вам вот работа не снится? Бывает такое, что вы просыпаетесь утром резко? И так... Не, похоже, я наработался так, что не снится мне ничего. Нет, мне сейчас, я просто даже умышленно отошел от всего. Вот, хочу просто вздохнуть, чтобы, я еще раз повторюсь, чтобы, возможно, что-то будет новое у меня, какие-то идеи, может быть, новые. Вот, но во всяком случае, на этот период я хочу просто уйти немножко от хоккея. Семья, наверное, счастлива, то, что вы... Все довольны, все рады. Не только семья, но и, наверное, те, которые не хотели, чтобы я работал. Я очень доволен, я очень рад. И я провожу свое свободное время так, как я хочу его провести. И мне нравится сейчас вот то, что я в семье. Вот недавно я буквально вот сейчас приехал, был на своей, можно сказать, родине, где были мои родители, родились бабушка, дедушки. Вот, мне очень было приятно встретиться там с людьми, с болельщиками, которые болеют за Акбарс. И они мне говорили то, что они благодаря мне болели за эту команду, за нашу команду. Вот, поэтому очень хорошие встречи были, хорошие разговоры, они были, в общем-то, такие свободные, и мне это было приятно, конечно. То есть вот это в какой-то степени общественная работа, она мне тоже очень нравится. Вот, и если я буду приносить какую-то пользу именно в этих общениях и встречах, я буду очень рад. По каким делам в Казань приехали? Есть ли среди них хоккейные? Дурака повалять. Да, собственно так. Я все равно, меня тянет сюда. Я на протяжении 15 лет работал здесь, и для меня Казань — это, в общем-то, мой дом. И так просто расстаться и очень сложно, поэтому даже я был дома, допустим, там с семьей, но думал о Казани. И мне нравится очень здесь, и я получаю огромное удовольствие от того, что я нахожусь в этом городе, я встречаю людей, они с благодарностью ко мне относятся, благодарят, и да просто мы общаемся, некоторые вспоминают наши победы. Я стараюсь поддержать этот разговор, потому что эта встреча еще более приятная. Поэтому все то, что необходимо для души, для хорошего настроения, для удовольствия, я здесь все получаю. Поэтому есть возможность, я заехал, пообщался, поеду дальше. Интересный момент получается. Ваш внук
сколько рос, когда был маленький. У вас не было времени, вы все работаете. Появился отдых, а теперь он все работает. Вы хоть успели встретиться? Мало провели времени, у него работа на самом деле, и вот по тому графику, по которому сейчас он играет, тренируется, вот, и мы с ним говорили, я говорю, ну, ты профессионал, это твоя работа, поэтому его уже практически где 1,5 месяца, по-моему, дома не было вообще. Вот он в олимпийскую сборную, потом был на сборах в ЦСКА, сейчас опять в ЦСКА, потом сейчас поедет за молодежную сборную. Вот. Это нормально, это нормальный этап для молодого парня. Вот. И я считаю, что он любит хоккей, ему нравится, вот, он получает от этого удовольствие, поэтому все идет как надо. Вы довольно резко пропали как-то из медиапространства. Меня удивляет, как в Москве не было желающих там, взять интервью и так далее. Мы-то с вами достаточно легко договорились. Ну, я, в принципе, после всего того, что произошло, я просто уехал отдыхать. Вот. Я долгое время не был в Москве, потом, когда приехал, ну, я не так часто беру незнакомые звонки, и те, которые люди звонят, если я не знаю, то я очень редко подхожу к телефону. Вот. Ну, сейчас хоккей начнется, и я думаю, что встречи эти будут. Вот. Вы знаете, мы тут сделали вывод, то, что вы от нас что-то скрываете явно. И что же я скрываю этого? Вот смотрите, мы всей телекомпании покопались в архивах. И смотрите, какая история. Я попрошу видеооператоров тоже снять. Какая интересная история. 2008 год, 2012 год, 2014 год. В общем, видите, да? Да. Это что такое? Как это возможно? Это вы, может быть, разные люди? Да это вы на одну фотографию крутите ее, то есть... Я ждал этого возражения с вашей стороны. Да. Вот, смотрите, тоже Ну да. разные кубки. Изменения небольшие. Вы можете сказать, что здесь волосы, но кто мешал вам, чтобы скрыть правду, носить парик? Ой, есть. Секретов больших нету. Это, наверное, скорее всего... Я считаю, что каждый тренер должен быть в хорошей форме и следить за собой, поэтому у меня есть своя определенная, ну, так скажем, не подготовка, но, во всяком случае, я стараюсь за собой следить и быть в хорошей форме. Вот. Особых секретов нет. Кашка с утра, целый день спишь, ничего не делаешь, потом опять спишь. Ну и приходишь к такому результату. При этом на пресс-конференции казанские журналисты привыкли видеть вас вот так. Это кто-то меня, видимо, какой-то серьезный вопрос задали. Да. Будете скучать по казанским пресс-конференциям горячим? Да, в общем-то, я скажу, что не всегда, конечно, нравится тренерам то, что задают какие-то острые вопросы, они порой бывают несправедливые и, я считаю, не совсем корректные. Вот. Но мы должны отвечать на эти вопросы, и как бы было неприятно, конечно. В моем понимании, вот, когда идет пресс-конференция, ну, журналисты должны задавать вопросы больше об игре, какие ситуации, там, о забитых шайбах, о пропущенных шайбах, там, о каких-то ситуациях острых в игре, а не спрашивать там. Я же вот, когда идет пресс-конференция или какие-то встречи, я это чувствую же, кто позитивно относится, кто пытается там, пытается уколоть, ну, в принципе, это... Поэтому всегда, когда человек задает хороший вопрос, с ним хочется общаться. Ну, а тот, который пытается там тебя поддеть или еще что-то, конечно, с ним не хочется разговаривать. Это, ну, это нормальное явление, по-моему, мне кажется, каждому человеку. Поэтому я стараюсь сдерживаться, но иногда бывает, что вот такая ситуация происходит.
Об обстоятельствах вашего ухода мы поговорим позже, уже в закрытой части, да, но хотелось бы узнать, я вам скажу такую деталь, потому что сейчас нас смотрят болельщики Акбарса, и в группах хоккейных ВКонтакте в Аскале и в «Я болею за Акбарс» готовили вопросы. И самый популярный вопрос: вы вернетесь в Акбарс? Ну, я сейчас, я думаю, нет смысла сейчас об этом говорить и отвечать на этот вопрос. Я, опять же, с уважением отношусь к этому вопросу, но раз уж я вот решил на сегодняшний день взять паузу, я не знаю, как она будет длиться, откровенно вам говорю, будет ли она долгая, или я уже окончательно решу, что мне не надо. Я пока не могу сказать. Вот для себя, я еще раз говорю, я определил, что мне вот сейчас надо просто отдохнуть, просто пожить такой жизнью нормальной, вот, не хоккейной, может, а вот обычной жизнью. Вот. Ну а дальше будет видно. Поэтому я хочу поблагодарить, у меня вот есть такая возможность, да, поблагодарить ребят, всех болельщиков, те, которые болели за нас, за меня, мне помогали, сказать огромное спасибо вам. Я старался всегда быть искренне с вами, старался работать добросовестно, для того, чтобы вы это видели и чтобы вы получали удовольствие от того, что вот Акбарс именно такая команда. На сегодняшний день я считаю, что это один из самых сильных клубов, и это, конечно, большая работа, не одного года. Вот, и то, что сейчас есть, это заслуга многих людей, многих игроков, тех, которые были рядом с командой, клуба, ну, то есть все те, которые принимали участие. Ну и, конечно, болельщики, которые были с нами всегда рядом, потому что это всегда единое. Поэтому большое спасибо за это. Все болельщики интересуются, и мне интересно. Мы об этом, опять же, поговорим еще позже, да, но, если честно, вас уже звали куда-то за это время? Давайте сейчас не будем говорить на эту тему. Я уже, по-моему, ответил на похожий вопрос. Вот. Если вы спрашиваете, чем я занимаюсь, то я могу сказать, отдыхаю. Вы подполковник КГБ, правильно? Полковник. Полковник. ФСБ. И у нас есть сомнения. Знаете, какие? Я был разведчиком, да? Да, вот рассейте домыслы. Вы все-таки дослужились до полковника ФСБ или КГБ, работая, занимаясь хоккеем, или все-таки были разведчиком? Больно у вас уж манера публичная такая, подтянутая, закрытая, строгая. Пусть каждый думает по-своему. Может, вы все-таки параллельно еще там служите Отечеству в каком-то качестве, не только? Нет, я вот, откровенно говоря, я всегда к военным относился очень серьезно и с уважением. Для меня эти звания, которые были присвоены, значит, первое, которое звание было, это было после института, я получил звание. Затем я, очередные, потому что у нас было такое подразделение спортивное, которое давало возможность ребятам, которые играют, откровенно говоря, так служить мы не служили по-настоящему, как настоящие офицеры, но, во всяком случае, какие-то курсы были, какие-то занятия были у нас. Вот. Но это давало ребятам и как бы после окончания спортивной карьеры дало возможность продолжать свою работу в армии. То есть в рядах, значит, во время советской армии, там в погранвойсках. Вот. Поэтому те, которые захотели, они после окончания пошли работать, и я знаю, насколько они, в общем, достойно работали и получили звания тоже серьезные, полковник есть. Вот это Миша Титов, Самочернов Игорь, они достигли таких вершин. Поэтому этот вопрос, он для меня был, в общем-то, интересен. Вот, и я еще раз повторюсь, конечно, я занимался хоккеем больше, вот, любил это дело, но погранвойска, которые мы больше как бы относились к погранвойскам, и они дали мне очень много. Вот. И образование я получил такое серьезное, вот. Все это там. Понятно. На самом деле, очень редко так бывает, чтобы звезда хоккея, будучи игроком, стал именитым тренером. Редко так исторически складывается.
Какой рецепт и Вы как у вас специально такую получилось? фотографию вот так его нарисовали? Да. Серьезно? Вот этот он повеселее выглядит. Да. Вот. Как у вас получилось? И вообще, насколько это сложно перестроиться, когда ты звезда хоккея, игрок, и стать действительно не просто тренером, а востребованным, именитым, с серьезными результатами? Как-то сами себя оценивали? А Я как считаю, получилось? что это должно быть внутри. То есть это должны быть такие позывы, которые дают толчок определенный для работы тренером. Это не просто так, ты захотел, вот ты закончил играть, захотел стать тренером. Нет, я не думаю, что это так. Возможно, это случается. Вот. В моем случае немножко по-иному было. У меня желание было работать изначально, когда еще играл. Вот, я как-то смотрел тренировки, оценивал тренировки. То есть я строил какие-то планы, и поэтому для меня не было ничего нового и, допустим, сложно в плане того, что решать, что мне дальше делать. У меня решение было, и поэтому работа тренером, она мне всегда нравилась, и я к этому шел. Вот. Но что касается достижений, ну это, конечно, вы же знаете мой тезис, только честный труд. Да. Вот, поэтому все это сохраняется. Там еще приставка была. Да, ну это уже эмоционально, так, эмоционально, да, правильно. Да. Так, как я уже говорил, приготовили болельщики вопросы. Там среди есть как острые, так и не острые. Острые мы узнаем уже не в прямом эфире. Но вот один из вопросов, который мы сейчас можем обсудить. Эмиль Харасов спрашивает из группы «Оскал», фанаты, ну, знаете, да, естественно, «Оскал». Вот, спрашивает, запомнился ли вам какой-то перформанс болельщиков? Баннеры, кричалки, еще что-то? Вот, откровенно говоря, я стараюсь меньше смотреть на зрителей. Вот, когда я выхожу, я больше сфокусирован на площадке, и многих вещей я могу не замечать и не видеть. Вот. После игры, допустим, на пресс-конференции могут задать вопрос, там, а вот как вы оцениваете там, баннер, там, прочее. Вот. Я говорю, я так удивляюсь порой. Вот. Поэтому вот какого-то такого конкретного сказать не могу. Вот. И я единственное, опять же, могу поблагодарить людей, которые пытались как-то, ну, как-то символически, может быть, вот этот баннер повесить, там, чтобы и я это увидел. Вот. Благодарить за это. Вот. Но я думаю, что это хорошая акция для всех, не только для меня, а для всех и хоккеистов. Это определенный какой-то эмоциональный стимул, и это приятно. Чемпионский сезон, матчи с ЦСКА, финальные в Москве. Я просто решил, пока вы отвечали, развить вопрос нашего болельщика Акбарса. Да, там в гостевых матчах с ЦСКА фанатский сектор Акбарса полностью перекричал. Они молодцы, да, это я слышал. Я не столько заметил, я столько слышал. Вот. Но они молодцы, я скажу, отрабатывали просто очень прилично. И мы играли еще на старом стадионе, мы же там играли, то есть там они глушили всех. Да, то есть в этом плане отдача была очень сильная. Я думаю, что вот наша победа, как бы наша благодарность за то, что вот они нас поддерживали, помогали нам. Вы по ходу нашего разговора уже много раз обращались к болельщикам. Я все-таки приготовил пару теплых пожеланий. Может, вы потом еще что-то захотите сказать. Максим Нестеров, группа «Я болею за Акбарс». Вы мой кумир, Зинтулла Хайдарович. У меня по сей день наворачиваются слезы, когда осознаю, что теперь вас не увижу на скамейке Акбарса. Хотелось поблагодарить вас, Зинтулла Хайдарович, за все. За вашу честную, трудную работу. За преданность и любовь к Акбарсу. Акбарс стал грандом, по большому счету, за счет вас и ваших коллег. Огромное спасибо за первый Кубок Гагарина, ведь это навсегда в истории лиги. И извольте задать вопрос. Что вы чуяли и думали и говорили игрокам, когда оставалось 15 секунд в суперматче Акбарс-Авангард перед Гордоном Ильи Никулина? Помните, да? Ну, как вам ответить на этот вопрос? Кстати, не он первый задает этот вопрос, очень многие задают. Ну, ситуация была сложная. Там она, в общем-то, если бы этого не произошло, значит, мы бы не выиграли. Вот. И поэтому я думаю, что команда все прекрасно понимала и делала все возможное для того, чтобы вот, да, 15 секунд осталось, там
время было мало. Единственное, то, что мы расставили игроков, сказали, что как сделать. Вот. Они выполнили, и все удачно получилось. Вот. Конечно, большая заслуга это ребят. Вот. Поэтому ничего особенного. Ничего особенного. Расставил игроков и сказал вперед. В телетрансляции было видно буквально перед этим бросанием довольное лицо Ягра, который видел уже себя. Да, они многие видели. Рафис Валиуллин Аскал, я болею за Акбарс, это просто пожелание. Кто бы что ни говорил, вы для нас лучший тренер, пишет он. Спасибо вам за 3 кубка, удачи и здоровья вам и вашим близким. А самый популярный и частый вопрос, когда вернетесь в Акбарс, мы уже отвечали. Так, вот такие пожелания. Вы уже много говорили, почему ушли, и нам, и до этого, но есть одна несостыковочка. На итоговой пресс-конференции по итогам сезона, если вы помните, вы сказали, я цитирую, что силы у меня есть, и в принципе весь лейтмотив был, что идет подготовка к новому сезону с вашим участием. А потом через месяц вы вдруг уходите. Как вот все-таки, может, поясните? Это вот вы так резко захотели отдыхать или что? После того, что закончился сезон, и вот эта пресс-конференция, я же все равно анализирую свою работу. Она может быть не такая сразу такая глубокая, так скажем, но ты все равно анализ какой-то делаешь, ищешь причины, какие повлияли на игру, на весь сезон, как сезон провели, почему так произошло. Вот. И ты хочешь или не хочешь, эти вопросы выплывают. Вот. Что тебе помешало, почему это помешало. Поэтому изначально, когда я заканчиваю, а почему я должен заканчивать работу условно? Кто мне может помешать мне работать? Те журналисты, которые там пытаются меня как-то, а кто они мне? Вот. Это ни в коей мере это не повлияло, это повлияло просто то, что я еще раз сделал определенный анализ, посчитал, что надо сделать паузу, надо вздохнуть, а там видно будет, что дальше делать. Потому что сейчас как бы на эмоциях всегда, я понимаю, что на эмоциях можно по-всякому решить этот вопрос, положительно, отрицательно, я имею в виду остаться, не остаться там и прочее. Но лучший вариант это когда ты делаешь паузу и продумываешь все, и потом уже определяешь для себя, прежде всего, что ты хочешь. Хочешь ты работать, или ты уже понимаешь о том, что, может быть, уже надо перейти на другой формат работы, вот, по-другому что-то делать, или что-то другое делать в хоккее или не в хоккее, скорее всего, в хоккее. Поэтому вот такие мысли они пришли, и решение было именно таким. Следующий вопрос, я тоже хотел задать. Но Никто не повлиял на мое решение, поэтому, чтобы не было каких-то там таких непонятных моментов, вот, это чисто мое решение. Понятно, что... Нет, вы Я пришел к вам на пресс-конференцию, вы взяли воду. Понятно, то, что вы сами решили уйти, это понятно. Но есть такой момент, вот удачнее всего Гузель Бьюсова сказала из группы «Аскал», да, чтобы не ходили разные слухи, она бы спросила, вы сами ушли или вас к такому решению подтолкнули, будь они неладны? Да нет, я сам решил. Я не знаю, сразу скажу, я не знаю, какое было решение у моих руководителей, условно, и президента клуба, и президента республики, я не знаю. Я об этом не спрашивал, вот. Что у них были, наверняка у них в головах было, какие-то мысли были, потому что, поражение всегда заставляет людей задумываться. Чемпионский год, следующий год, в общем-то, для нас он как бы провальный, хотя, в общем-то, если так глубоко покопаться, об этом никто не говорит, и, похоже, говорить не будут. Были определенные моменты, которые помешали нам. Это
анализ, который я еще раз говорю, я вот сам делал, думал об этом. И есть аргументы, которые они серьезные аргументы, которые помешали вот именно сыграть достойно. Потому что это то, что, конечно, мы играли против сильной команды, это прежде всего это «Авангард», пришел новый тренер с новыми идеями своими, значит, канадскими, и команда его поддержала, и видно было, что они весь сезон играли на хорошем уровне, и мы в первом раунде именно начали, за счет того, что мы неудачно сыграли, так скажем, так получилось. Несмотря на то, что мы заняли там, по-моему, 4-3 место, они были внизу, и так сложилось. Но это как бы один момент такой, а там то, что касается, как бы, есть еще более серьезные, более такие профессиональные вопросы. Вот мы тоже рассматриваем как раз эти аргументы, которые вы упомянули, но не назвали. Один из них, который лично у нас вызывает вопросы, после чемпионского сезона ушел Василий Токранов. И лично его агент, лично в интервью мне, публично, во всеуслышание заявил то, что Вася хотел остаться. При одинаковой зарплате СКА предлагал ему 4 года, Акбарс 2. И Василий был готов пойти на 3, лишь бы остаться работать в Акбарсе. И что переговоры велись непосредственно с руководством клуба, то есть генеральным менеджером. Вот эта ситуация с Василием Токрановым, она как-то до вас доходила? Вы, наверное, хотели его оставить? Он был один из лидеров чемпионского. Безусловно, он играл у нас очень много, играл и в большинстве, и в меньшинстве. В общем-то, игрок, на которого мы рассчитывали. Что касается, что там произошло, и это, наверное, не у меня надо спрашивать, это не мой вопрос. Я никогда в контракты не лез и никогда не присутствовал при таких разговорах. Это работа и генерального менеджера, директора клуба. Я не знаю, кто разговаривал с ним. Это, наверное, они могут ответить вам на этот вопрос, почему не получилось. Для нас это была большая потеря, это однозначно. А высказывали пожелания, чтобы с ним продлили контракт? Как же, конечно. Есть... Это было безоговорочно, так сказать, это решение было такое общекомандное, и вопросов нет. И в итоге получается, что с уходом Токранова и Охтама, насколько я знаю, по семейным обстоятельствам, Марков стал старше, все-таки возраст, да, и оборона стала слабее объективно, да? После чемпионского сезона. Давайте так, я бы сейчас не говорил, слабее, сильнее, проблемы возникли. Возникли проблемы, конечно, когда у тебя уже есть готовые игроки, они у нас годами, Токранов у нас сколько лет в команде было? Очень много. То есть уже знаешь этого игрока, знаешь его возможности, он уже адаптирован к работе и команде. Поэтому, когда теряешь такого игрока, конечно, возникает проблема. И подобрать такого же сразу очень сложно. Это надо искать и работать очень много. Поэтому это, конечно, была потеря, которая дала, какая-то потеря в плане игры, она существовала. Насчет Гарипова. Мне доподлинно известно, что он в Сочи уже играл, испытывая дискомфорт в спине. Потом было 1-6 поражений, и он отправился лечиться. Как так получилось? Нет, вы знали вы знаете, я тоже очень много говорили, говорят, есть доктора, которые определяют состояние игрока, здоровый он или нездоровый, я тренер. У меня информации такой, что такое здоровый. Доктора приходят и говорят, у него есть проблемы вот такие-то. Проблемы какие? Он может тренироваться, не может тренироваться, играть или не играть. Они определяют. Если есть необходимость, допустим, чтобы он вздохнул, время для того, чтобы он реабилитировался, пожалуйста, нет вопросов. То есть в этом плане никаких, с моей стороны, это я о себе говорю, с моей стороны какого-то давления на кого-то оно не было. Я никогда не заставлял и не заставляю игроков, если он не может, выходить и играть. Поэтому здесь
игрок, он может определить сам. Он хочет, может. Это он определяет. И я его заставить не могу играть. Если я его заставляю играть, это заведомо он уже может не играть так, как он должен играть, так скажем. И требовать от него я уже не смогу. Вот. Поэтому здесь ситуация, она или простая, непростая. Я вот, честно говоря, даже не хочу об этом думать. И не думал глубоко. У меня есть своя точка зрения, но это моя точка зрения, которую я держу и при себе. Не озвучите? И я ее не озвучу. Конечно, я тренер, я их всех знаю. Я каждого игрока знаю, кто какой, чего он, и каждый его пальчик. Вот, поэтому еще раз говорю, что, конечно, у меня есть свое видение, так скажем. Вот, но то, что было, то и было. И в итоге к концу периода до заявок, вот которые уже перед плей-офф, там же уже, наверное, было понятно, что Гарипов не поможет. Рассматривались ли все-таки приобретение голкипера? Настаивали вы об этом руководству? И вот как эта ситуация? У меня информация была, что он готов. К плей-офф будет? Да, мне сказали, что объявили, сказали, что он готов, он будет готов. И если бы я четко понимал, что он не сможет, безусловно, мы же тоже нормальные люди, мы бы искали. Вот. Но у меня доверие к нему было стопроцентное, я верил тому, что было сказано с его стороны, вот. И я не мог его подводить. То есть, если бы я взял игрока другого, нашел бы вратаря еще, и как бы он отреагировал, как бы он на меня смотрел. У меня доверие полное было ему. Вот. Я стопроцентно знал, что он будет готов, вот, и поэтому никаких решений не принимал. Ну, согласен с тем, что изначально выходить с Подъепольским и Шевченковым это был риск большой в плей-офф. А что мне надо было сделать? Вот я же ответил, я сказал, если бы я взял другого вратаря, искал бы другого вратаря, а чтобы Эмиль у меня что? Он у меня играет. Да. И что я должен был делать? Шевченко, я считаю, что в принципе как вторым, он у нас на замену там, потому что Эмиль был первым вратарем у нас, и тут не обсуждалось. Подъепольский — это молодой парень, который с хорошей, я считаю, перспективой, который, в общем-то, подкрадывался к ним, очень хорошо играл. Но это был еще не первый вратарь. Он еще не был готов вот к такому плей-оффу. Ему надо было время, то есть это еще работать и работать. Но очень хорошая, допустим, потенциальная возможность у него. Вот. Но так случилось, так произошло. Поэтому я не мог, допустим, Эмиля своим вот этим решением найти нового вратаря ставить в дурацкую ситуацию. Ну, еще раз говорю, то, что произошло, и произошло. Дмитрий Тихонов из группы... Это я виноват. Да. Я беру на себя. Главный тренер всегда. Я виноват. Да. Дмитрий Тихонов из группы «Я болею за Акбарс» спрашивает: за всю историю вашей работы в Акбарсе назовите свои главные 3 ошибки, которые вы сами можете озвучить, если это не секрет. Три ошибки. Ошибки были, они, может быть, и не 3. Главное, которые у вас в голове возникли после вопроса. Ошибки были, здесь сложно сказать, потому что мы же все люди тоже, есть ситуации, есть, все меняется, многие вещи меняются. Иногда, ведь игра, она такая, настолько она быстрая, надо очень быстро принимать решения. Вот. Иногда вот такие решения, они не всегда, в общем-то, идешь и понимаешь, что ты рискуешь. Есть такая ситуация, что ты идешь на риск. Вот. Иногда риск оправданный, иногда неоправданный. Ошибся, конечно, виноват тренер. Вот. Есть вещи, которые там, я, поверьте, тоже не такой уж прям белый пушистый, так скажем, у меня тоже достаточно было ошибок. Вот. Их надо просто находить, исправлять и идти дальше.
Что за неразбериха была со льдом по ходу сезона? Я помню, в регулярном сезоне там 2 раза было такое, что игроки, и вы в том числе, во втором случае жаловались публично на состояние льда. Ну, был такой момент, вот. Но это, наверное, больше людям, которые занимаются этим вопросом. И я как бы тренер, я могу только как бы констатировать факт, потому что, возможно, какие-то проблемы были, мне это сложно. Понятно. Владимир Ткачев, помните сезон, в котором Акбарс вылетел в первом раунде от Салавата Юлаева, 4-3 в серии? Вот. И это там, первый раунд был? Да, первый раунд был. Это вот перед тем, как вы вышли в финал. Перед тем сезоном, как вы вышли в финал. Вот. А вопрос вот в чем. В том плей-офф и в том сезоне Владимир Ткачев в звене с Лукояновым прямо, просто был главной звездой Акбарса. А вот начиная со следующего сезона и вплоть до последнего сезона показалось, что он как бы последовательно, если назвать вещи своими именами, все хуже играл. Согласны? Сейчас другой тренер будет играть лучше. Нет, мне интересно, почему, на ваш взгляд, у него вот был такой спад? Вы с ним как-то общались? Вы знаете, здесь сложно, конечно, как глубоко сказать, потому что я могу тоже видеть, я могу работать, я могу объяснять, говорить, рассказывать, но здесь все во многом зависит, конечно, от хоккеиста. От человека, который действует, работает на льду, играет, он, в принципе, с моей стороны, возможно, я где-то и упустил, я себя не снимаю, возможно, что-то я не дорабатывал с ним, но мне кажется, все то, что необходимо было, я делал. Были ситуации, когда хотел встряхнуть, были ситуации, когда надо было где-то его как бы поддеть немножечко, но это нормально, или здесь как бы это рабочая ситуация, но его прогресс, все, мне кажется, все же зависит не столько от тренеров, сколько вообще прогресс спортсмена и работа спортсмена, она больше от него, он профессионал. Профессионал, он должен уметь перестраиваться, он должен уметь, какой бы тренер ни был. В НХЛ меняются тренеры, они меняют их через год. И они все тренеры, все разные. И если игрок не сможет перестроиться, и, допустим, один ему может нравиться, другой не нравится, у третьего там тактика не та, четвертого там слишком большая нагрузка там и прочее. Понимаете, да? Да. Игрок, он обязан перестраиваться, он обязан найти возможность понять, что хочет тренер от него, и выполнять необходимое. И я, допустим, исключаю, то, что если тренер требует что-то, это не дает возможности ему себя проявить. Это неправильно, это в большей степени такая, мне кажется, отговорка. Почему? Игрок, я сам играл в хоккей. Я не с потолка это беру. Я сам на себя все это ощутил, все это через себя это пропустил, причем на всех уровнях. И у меня были очень сложные ситуации. У меня не все гладко было, но у меня были очень сложные ситуации. Но я пытался всегда доказывать свою состоятельность, что я такой-то. У меня никакой поддержки там кого-то там не было никогда. Я сам добивался своей работой, своим трудом, своим упорством ту цель, которую я как бы для себя определил. Поэтому любой спортсмен, он должен ставить задачу, и несмотря на то, что там кто-то нравится, кто-то не нравится, я образно говорю, да, он должен идти к своей цели и добиваться. Поэтому это все вот отсюда идет. Это все изнутри, из головы. Как ты хочешь, это легко тебе там, через легкий путь, через сложный путь, какие обстоятельства. Поэтому здесь, Володя, я не знаю, мне сложно, я еще раз повторюсь. Я тут не могу конкретно сказать причину его. Но сейчас интересно читать публикации игроков.
Поэтому... Понятно. Вы собрали блестящую тройку, да, Зарипов, Зиновьев, Морозов. Ну, там на месте Зиновьева не хуже выглядел, а может и лучше Капанин, насколько мне память позволяет. Вот. А вопрос в следующем. По сути, Зарипов приходил, ну, малоизвестным игроком и стал у вас звездой российского хоккея. Именно у вас он вышел на этот уровень. Вот. И по комментариям вот сейчас, которые я вижу в прессе, ну, по-моему, красной нитью проходит, что между вами какая-то черная кошка пробежала все-таки. Можете рассказать, что, ну, почему? Глупость такая, которую, в общем-то, может быть, кто-то сказал один, другой поддержал и так далее. Ну, вот. Никаких кошек нет, абсолютно. У меня к нему нормально. Но у меня есть свое понимание, как его использовать, что делать с ним. Поэтому я делаю так, как я считаю нужным. Для чего? Для того, чтобы команда сыграла, для того, чтобы он сыграл и прочее, прочее. Вот. Кому-то, но не всегда, я соглашусь с тем, что не всегда игрокам и нравится то, что делает тренер, допустим. Нельзя сказать, я такой же был. И мне не всегда нравилось там, что там мне говорил там, или Моисеев, или Юрзинов, там, или Тихонов условно. Но это просто надо воспринимать правильно. Ты должен не отрицать сразу, ты должен это понять и потом сделать определенный вывод. Любой, значит, претензии любые, там, замечания и прочее, не надо отвергать. Надо просто принял, подумал, разжевал, и потом уже для себя определяешь. Вот то, что я уже говорил про Ткачеву, то же самое. Ты как к цели своей идешь? Вот и иди туда. Что-то надо от меня. Это не говорит, не надо слушать. Нет, надо слушать, надо просто анализировать. И надо принимать то, что тебе говорят. Тебе говорит тренер, надо сделать так, должен так делать. Но вот вы задали вопрос, у нас это лучшая тройка была, Морозов, Зиновьев и Зарипов. Лучшая тройка в Европе, а может быть она могла быть и в НХЛ. Могла бы быть. Вот. А я не могу сказать, что я их не заставлял там что-то делать не так, они были какие-то особенные. Они были особенные в игре, в своем таланте, в своем понимании игры, в своей, значит, вот своей игре. Но им все равно задача ставилась. Но эти игроки могли ту задачу, которую я ставил, они могли немножко по-другому решать, но они ее выполняли. Поэтому любой игрок, которому дают задание, это же командная игра, это не индивидуальная игра. Это командная игра, и задача каждого игрока играть то, что делает команда. Но со своими индивидуальными качествами, своим мастерством. Одному надо сделать там, пробежать условно 50 метров, а второй пробежит 10, но он сделает то же самое. Ну, я утрирую, понимаете? Да, конечно. Вот. Он может сделать то же самое за счет своего мастерства, за счет своих там игрового мышления. Вот и все. Поэтому то, что накручивается там, ну это же опять, я не знаю, у вас журналистов, у вас же жареное где есть, там вам интересно. Вы ищете жареное и придумываете иногда это жареное. Вот. И я еще раз говорю, вот в нашей работе, я вот почему, у меня есть многие, с кем я вот так вот общаюсь, говорю, и журналисты, и я всегда говорю, ребят, а что, кроме жареного нельзя еще? А мне откровенно говорят, да, никому не интересно, надо что-то жареное. Но это не совсем справедливо. Почему мы о хоккее не пишем? Почему вот я читаю иногда, я некоторые не читаю, а есть вещи, которые я читаю. Вот кто-то пишет очень хорошо, он про игру, написывает игру. Он не ищет, там тренер сказал, это обиделся, тот пошел туда и там, туда-сюда. Вот. А пишите об игре. Вот пишите, как красиво сыграл один, второй, третий. Вот. Акцент делать не на одном надо, а о команде, как команда работает, как она. Иногда получается, иногда не получается, но вот, все бывает. И тренеру не всегда это нравится, когда не получается, он, значит, и переживает, он не меньше переживает, чем игру.
У него даже больше, потому что у него ответственность больше. Просто, в общем-то, с тренером больше всего. Вот. Поэтому никаких кошек нету у нас отношений. Во всяком случае, я не знаю, у меня никаких каких-то негативных моментов нету. А требования всегда были есть, а отношения у меня нормальные отношения. Давайте о хоккее. Вопрос тогда такой. А мы о чем говорим? О хоккее говорим. Ну, Я тебе уже сказал, сколько ты о хоккее. После вашего ухода в Акбарсе с вами советовались по кандидатуре нового тренера, в частности Квартального? Какое-то мнение ваше спрашивали, учитывали? Диалог был? Я в вот таких моментах стараюсь быть очень осторожным. Вот. Осторожным, потому что люди по-разному воспринимают. Здесь вот я как бы один раз, ну, не ошибся, так скажем, да, но немножко обжегся там. Уже у меня был такой опыт, когда я... Это даже, может быть, и не ошибка была. Это, скорее всего, там, ну, не сложилось что-то. Там было много хорошего, вот, но не сложилось. Вот. И мне, конечно, для меня это тоже, ведь моя рекомендация, значит, я отвечаю за этого человека, и мне было не совсем, в общем-то, приятно. Я слышал и разговоры, когда говорили там, вот, и мне было неприятно слышать это, потому что я понимал, перед кем я, в общем-то, тоже несу ответственность, и я, в общем, человек ответственный, и для меня это было немножко... Поэтому я для себя, есть руководители, есть люди, которые работают, и они могут определить, что-то подсказать, помочь, там, и с моим участием, вопросов никаких нет. Вот, поэтому здесь очень тонкий момент. Вот. Понятно. Данил Савгачев из «Аскала» спрашивает, «Аскал» группа, ну, фанатская группа, спрашивает, смотрели вы турнир в Казахстане Акбарса, что скажете, и вообще будете посещать матчи Акбарса, планируете ли ходить на игры? Если честно, не смотрел. Честно, не смотрел. Сознательно не смотрел. Вот. И я вам изначально говорил, я немножко хочу вот, как бы от хоккея чуть-чуть отойти. Вот, как мне получится, не получится, но, честно говоря, не смотрел. Потому что сейчас, во-первых, ты много чего и не поймешь. Ну, так уж говорить, потому что предсезонный период, предсезонные игры, они пока еще ни о чем не говорят. Вот. Ну, смотреть, конечно, буду смотреть, буду болеть. Вот. Буду приезжать, смотреть здесь. Вот. Пригласят, приеду, не пригласят, сам приеду. Вот. Поэтому, как бы так. Для меня команда это не и клуб, это не просто клуб. Я вот здесь, можно сказать, как тренер и себя развил. Вот. И для меня, допустим, Акбарс – это Акбарс. Вот. И это моя вторая команда вообще в моей спортивной карьере. Это «Динамо» и Акбарс. Вот. «Динамо» – это моя юность, там, молодость, а Акбарс – это уже серьезная работа и уже серьезные результаты, так скажем. Поэтому забыть это невозможно, и легко отпустить это тоже невозможно. Вот. Конечно, переживаю по-своему, но стараюсь, я еще раз говорю, делать это умышленно, немножко так. Вот. Насколько это возможно будет. Клуб покинул Секач, Ландер и Клинхаммер, ну, на взгляд многих, лучшие прошлого сезона. Как вы думаете, ну-ка, почему так произошло? Есть у вас мнение на этот счет? Я, конечно, я считаю, это, конечно, потеря, безусловно. И Секач лучший бомбардир, в принципе, он забил сколько шайб там. И это хороший игрок, хороший
Это уже игроки готовые. Они уже прошли жернова такие наши. Вот, и чемпионы становились. Вот. Почему это произошло, это, наверное, опять же, не меня надо спрашивать, а людей, которые занимаются конкретно этим вопросом. Вот. Для меня они были хорошими игроками, у меня полное доверие было к ним, и тут никаких вопросов нет. Ну а что произошло, тут уже никому не сказать. Известно, что вы с Хуснутдиновым, скажем так, прошли огонь и воду. Вот. Сейчас, ну, по ходу работы в Акбарсе, сейчас идут настойчивые слухи, что он как бы тоже покидает Акбарс. Может, вы слышали, может, он тоже отдохнуть хочет или какой? Я с ним разговаривал, но давно уже разговаривал, откровенно говоря. В тот период у нас разговор нормальный, обычно никаких там, я даже такие просто бытовые вопросы мы разговаривали как нормальные люди. Поэтому я конкретно не могу ответить на этот вопрос. Что там происходит и что с ним будет, условно. Тут что будет, не могу ничего сказать. Ну, его заслуга, она высокая в тандеме с вами? Ну, я думаю, что он, в общем-то, работу свою выполнял, работал. Вот. Для меня, мне, допустим, он не мешал работать. Я работал свободно, и я скажу, и руководители, они не мешали мне работать, они мне помогали. Поэтому у меня никаких таких к нему вопросов нет. А все остальное, это моя часть, это хоккейная часть, за которую я отвечал всегда, я отвечал за команду, за результат, а все остальное, это уже есть люди, которые, ну, они специализируются на остальных вопросах, они решали. Я тут. Скажите, вот тройка Зиновьев, Морозов, Зарипов, это понятно лучше, а что наиболее близко к ним в Акбарсе при вас было? Какое сочетание? Какое сочетание наиболее близко было в Акбарсе по уровню вот к этой тройке? Ничего не было. Я считаю, что это самая сильная тройка была. Азеведо, Секач, Ландер нет? Они немножко другие. Они хорошие, но они немножко другие. А в чем разница? Потом разница во времени. Это было когда? В те времена. Ну, в 2008 году, условно. А это сейчас совершенно другое. Время бежит, хоккей меняется. Меняется скорость, меняется очень много чего меняется. Вот. Поэтому каждый на своем месте. Но эта тройка, ну, взаимопонимание было сумасшедшее. Что касается вот Ландера, Азеведо и Секача, у них тоже было хорошее взаимоотношение, все, но они немножко другого плана. Скорость поменялась, да, в хоккее, наверное? И скорость там, да, и много чего поменялось. Дима Квадрат задает вопрос, это группа «Я болею за Акбарс». В чем заключался ваш конфликт с воспитанниками клуба Петровым и Бурмистровым, что им пришлось покинуть клуб? Я сразу дополню, я читал недавно интервью с Петровым, где он вам благодарен за то, что его 16 лет потянули в основу, вот, а по его версии вы не простили его отъезд за океан. Он сам так считает. Ну, это глупость, наверное. Я не знаю, может быть, кто-то ему так сказал. Я не думаю, может что быть. это он сам, наверняка кто-то что-то мог ему сказать. То, что он в это поверил, это его проблема. Я не хочу ничего отрицать. То, что он сказал, то, что я его 16 лет сделал, и он у меня был в команде и играл в команде, это он то же самое сказал. Вот. А когда он возвращался, Да. опять же я его брал. Но там не сложилось, это не потому что я, а потому что у них там что-то не сложилось. Но в команду его брал я. Когда мне руководители говорили, что Петров хочет вернуться, я говорю, пускай возвращается. И в последние сезоны тоже мог вернуться он, да? В последний сезон мне никто не говорил о Петрове. Вот. А это так, как было. Он приехал, мы с ним встретились, мы с ним разговаривали, а потом то, что произошло, то и произошло.
Я в эти вещи не пытаюсь вникать, это не мой вопрос. Это понятно, но многие болельщики уже действительно считают, вот вы мне говорите, тут уже сам Петров так говорит, даже для меня это сюрприз, то, что вы не были против его возвращения в последние сезоны, правильно я понимаю? Ну, Об этом люди если должны бы я был знать. против, ведь он приехал из Америки, он вернулся в команду, команда занималась Петровым. Они там договаривались, они там с руководством, я не знаю техническую часть этого, но я говорю от слов то, что мне говорили руководители. Они занимались, значит, Петровым. Он вернулся, я его встретил, мы с ним там поговорили, там туда-сюда. Вот. А потом... Ну, просто вот на самом это деле... я не знаю, что там произошло, это как бы не мой вопрос. Просто я еще раз говорю, да, вот люди должны знать правду, потому что когда уже сам Петров говорит, что он знает, что вы были против в последние сезоны, чтобы он возвращался. А я ему вот об этом сказал? Он сказал об этом. Что я был против? Да. И я ему сказал об этом. Он сказал, что он знает, что вы были против. Ну, правильно, он знает, что я его не хотел возвращать, он знает о том, что я был, значит, не простил ему того. Он знает, я об этом не знаю. То есть это неправда? Ну, это вообще сенсация, на самом деле. Вы просто не следите за медиапространством. Люди уверены в обратном. Мне это, знаете, что это неинтересно. Я еще раз повторю. Я тренер, я руководитель. Я делаю все для того, чтобы игрок мог сделать то, что он может сделать. И я пытался всегда, значит, быть справедливым в моем понимании к игрокам, к ситуации. Я видел, этот может делать, второй не может, третий там может еще там больше сделать. Вот. Но вот такие как бы вещи, ну, я просто не обращаю внимания, не хочу. Я думаю, Петрову Возможно, интересно это его будет. эмоции, возможно, это он так думает. Ну, думает, каждый человек думает по-своему. Я ему не запрещаю думать об этом, никому. Каждый по-своему воспринимает то, что он по-своему понимает и воспринимает. Понял. Айдар Музафалов задает очень неудобный провокационный вопрос. Не хотите, не отвечайте. Понятно, что в КХЛ это тяжело представить. Но вот, допустим, в Суперлиге, в тех там 2000-х годах, были ли ваши истории именно тренера, когда вы подозревали и доподлинно знали, что игрок сливает матч и пытается что-то слить? Нет, я не могу об этом сказать. У меня ни одного случая такого не было. И я сам противник того, что говорят, там есть какие-то ситуации, ну не в хоккее так, а это не было такого. Вы сейчас отдыхаете, отношения к КХЛ не имеете, санкции вам не грозят. Поэтому вопрос такой. И если, опять же, это возможно, скажите, что вы думаете о комплектовании ЦСКА и СКА в угоду Олимпийских игр Пхенчхану 2018, учитывая, что эти принципы комплектования не изменились и после этой Олимпиады? Насколько это вредит хоккею или наоборот все в норме? Ну, результаты показывают, что, в принципе, это положительная тенденция идет сейчас. То есть они, все игроки, которые играют, ну, так, большинство играет в двух клубах, они выигрывают, и чемпионаты мира выигрывают, и Олимпийские игры выиграли в последнее время, поэтому, видимо, это работает, и это срабатывает. Ну, никому, как бы сказать, нет каких-то таких серьезных барьеров, допустим, для того, чтобы попасть в сборную. Ни у кого. Если ты достоин, если ты можешь переиграть там одного, второго, кто это? Опять же, я же говорю, спортсмен — это исполнитель. Вот ты исполняешь, ты можешь, значит, а не можешь, значит, там кто-то посильнее, значит, вот такая ситуация. У каждого есть свои возможности. И тот же Гусев, который забивал там сколько он, ну, если есть у нас там, допустим, другой игрок, ну, забивай столько.
Понятно. Вопрос немножко в другом. Как это все сказывается на конкурентоспособности самой лиги? Нормально ли это, когда изначально перед сезоном известно, что от западной зоны в финале будет ЦСКА и СКА? Я вот не про сборную сейчас больше интересует, а именно про развитие клубного хоккея нашего. А кто Здорово, мешает да, развиваться хоккеем нашему? Вот взять Акбарс, вот развивайте там Спартак, там другие. Поднимайте свои клубы, работайте, трудитесь там. Выращивайте игроков. Проблема одна, это то, что ребята молодые некоторые уезжают. Вот это проблема. А так, почему, кто кому мешает? Акранов у нас развился же, Да. но на хорошем уровне. Вот вам пример живой. Он сколько у нас в команде был? Мы его взяли из Альметьевска, потом у нас сколько в команде? Работал, вот, пожалуйста, игрок сборной, готовый. Да? Один может через 2 года, третий там, через 3 года может попасть и прочее. Это так оно и есть. Никто никому не мешает развиваться. Развивайся, самостоятельно развивайся. Ты профессионал, это твоя работа. У тебя больше ничего нету. Надо смотреть, улучшать свою игру, обогащаться. Информацию, которую тебе дают, не хватает, значит, ищи в интернете, смотри матч КХЛ там, или НХЛ и развивайся. Каждому запрета никакого нету. Понятно. И у меня на самом деле последний вопрос, шутливый, от Игоря Казимаслова, тоже среди фанатов. Он интересуется вашей пенсией. Она у вас будет 13 тысяч или больше? Да. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть? Да. Ну что ж, наше интервью с Зинтой Хайдаровичем Белединовым подошло к концу. Большое вам спасибо, что откликнулись. Без вопросов, пожалуйста, приглашайте. Все. Готов. Всего вам доброго.